Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня у нас очень интересный гость. Нам согласился дать небольшое интервью интересный человек Ильяс Богатырев. Человек с удивительной судьбой. Журналист, военный журналист, который работал в легендарной программе «Взгляд» на телекомпании «ВИД», был в горячих точках, теледокументалист, руководитель собственного кинофестиваля документального кино. Присоединяйтесь к нашей встрече. Ильяс, здравствуйте! Как давно вы в Москве? Я знаю, что вы родились в Кабардино-Балкарии, правильно? И потом сразу учиться приехали в Москву? Или как-то сложилась судьба случайным образом, что вы попали в Москву? Я вас приветствую. Я приехал в Москву учиться после школы из Кабардино-Балкарии. Учился на факультете журналистики в МГУ. Потом еще год учился на повышение квалификации режиссера документального кино. Потом работал в программе «Взгляд». Ездил по горячим точкам только отправляли развалившейся советской страны. Объездил практически все регионы тогда. Потом работал собственным корреспондентом на Первом канале в новостях. Потом Вести, НТВ, РЕН-ТВ. И в последние годы являюсь гендиректором студии «Элия Фильм». Одновременно я президент фонда содействия развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид». Ой, как интересно. А я еще прочитала о вас такую информацию, что вы сотрудничали с зарубежным телевидением, да, как журналист, как военный журналист, или уже как руководитель канала? Как военный журналист, это БФ Бельгия и Первый канал чешского телевидения. Да, мы делали фильмы, делали и развернутые репортажи, в том числе, да, из горячих точек. А в горячие точки вы попадали, получается, это ваша инициатива была, или ваш отдел такой вот журналистов был, военных журналистов, или это ваш выбор? Нет, это обычная редакция телекомпании «ВИД», программа «Взгляд», да, помню, и там как раз в те времена, когда я там работал, начались войны там и сям, но в частности в Чечне. Ну, а кто мог бы туда поехать? Ну, все на меня молча посмотрели, потому что я родом оттуда, с тех краев. Да, с тех краев. Ну, я и поехал, а так я специально, курсов-то никаких и не было, просто поехал. А там уже наладилось почти каждую неделю, пока там шла война, я ездил туда, делал репортажи. Ясно. И довольно сложный у вас был такой эпизод в жизни, серьезный и опасный. В 1997 году вы с оператором были похищены неизвестными, да, в самом центре Грозного, то есть как раз вот поездка в Чечню, видимо, самые такие сложные времена конфликта. И вы пробыли в заточении, получается, более 2 месяцев. Ну, а в Чечне был такой период после первой военной кампании, когда буквально охотились за нашими коллегами, и мы с моим оператором оказались одними из 13 похищенных российских журналистов в Чечне. И мы там пробыли около 2,5 месяцев. Но тут это долгая история. Там я по этой теме и вообще по военному репортерству написал отдельную книгу «Цена человека». Если коротко, то похищали журналистов чеченцы, за которых давали деньги из Москвы. А если давали деньги, то, значит, была объявлена охота на журналистов в Чечне. Во-первых, так отбивалась охота у журналистов каким бы то ни было образом сочувствовать чеченской стороне. Во-вторых, таким образом подпитывались противоборствующие группировки в самой Чечне, чтобы не было там единовластия. Все понимали, что это ведет ко второй чеченской кампании, что и случилось немного позже. Позднее, Мы оказались такими фигурами в этой расстановке по решению чеченской проблемы. Ясно. Ну, скажите, пожалуйста, а после такого сложного периода жизни вы не разочаровались в своей профессии, в профессии журналиста? Наоборот, еще больше убедился в том, что это очень необходимая профессия. Скажите, пожалуйста, что такое журналист сейчас в современное время?
нет сейчас таких страшных горячих точек, я надеюсь, в таком вот близком для нас территориальном сегменте, да. Что же сейчас такое журналист? И как журналисту сохранить свою честь, свое лицо, профессионализм, в общем-то, в обычной жизни? Ну, журналистика какая имеется в виду? Если речь идет о каких-то телевизионных каналах, то это одно. А если речь идет о других наших коллегах, это другое. Те, кто оказался в социальных сетях, в YouTube том же, да, это разные вещи. Я считаю, что на телевидении где-то с начала или первой половины 2000-х годов в России перестала существовать журналистика как таковая. Все, что осталось на телевидении, это в том или ином виде пропаганда. Ну, такова, да, действительность. Кстати, тенденция не только российская, она всемирная, везде и всюду. Даже те телекомпании, работники, журналисты BBC, они и то этим грешат и постоянно все время их сносят в пропаганду. До такое время. Но есть еще журналистика реальная в иных сферах, да, в том же YouTube, и это хорошо. Это хорошо. То есть получается, что YouTube и социальные сети, каналы в Telegram и так далее, они дают возможность вот этой профессии оставаться еще какой-то вот профессиональной, да? То есть когда журналист действительно выражает свою точку зрения на острые темы, то есть не пытается быть кому-то в угоду и так далее, да? Ну да, те журналисты не стараются обслуживать власть. Чьи-то интересы, да. И вообще изначально, как нас учили на факультете журналистики, любой журналист, он должен быть оппозиционным любой существующей власти. Насколько я понимаю, вот ваше мышление, ваш взгляд на реальность на сегодняшний день, это взгляд человека, ну, такого междисциплинарной экспертизы и вообще такого широкого понимания, что такое мир. Вы снимаете наверняка не только здесь, в России, но снимаете и в других странах, да? Да, в других странах тоже. И главное, что вообще меня больше всего интересует, и то, чему в том же взгляде учили, это человек, человеческая судьба. Не может быть ничего интереснее человеческого лица, человеческой судьбы на экране. Это главное, то, что вы снимаете сейчас? Да. Та главная тема, на которую вы ориентируетесь? Человек, характер. Да. Как вы находите героев? Очень случайно. Бывает, целенаправленно находишь, но оказывается не то, что ты предполагал, а бывает, случайно находишь то, что ты вообще даже не мечтал. И целая планета, да? Да, это по разным обстоятельствам. Вы участвуете наверняка и в фестивалях документального кино, и здесь показываете. Где можно посмотреть ваши фильмы? Участвую, можно будет посмотреть в интернете, в том же YouTube есть какие-то фильмы есть. Я сам еще, кроме всего прочего, директор Северокавказского открытого фестиваля кино и телевидения «Кунаки». Работает уже 14 лет. Северокавказский, то есть это где? Северокавказский открыто, на самом деле международный. Так. То есть участвовать могут все желающие. А где находится штаб-квартира? Проводится в одном из городов Северного Кавказа, а участвуют из разных стран. Из Ирана, из Сербии. И вот из последнего фестиваля, в прошлом году мы не проводили по известным причинам из-за пандемии, а так международный фестиваль, который каждый год проводится на Северном Кавказе. И действительно участвуют участники из разных стран, да? Да. А темы какие-то определенные вас интересуют как руководителя кинофестиваля, либо широкий спектр? Очень широкий спектр, но без чернухи и желтухи. Понятно. То есть что-то красивое, серьезное, глубокое. Что-то серьезное, умное, в том числе могут быть и расследования, ну и, конечно же, опять же, люди как характер. Как судьба. Да. Один из ваших фильмов называется «Терроризм как реклама». Название, можно сказать, говорит само за себя. Последствия такого труда. Все бесследно как-то так прошло, вот, можно сказать, вы сняли фильм, вы его где-то показали, ничего не произошло. Либо у вас были какие-то в жизни у самого личные последствия после того, как этот фильм вышел на экраны? Нет, это давно мы снимали,
презентацию проводили в Центральном доме журналиста, несколько раз показывали по общественному телевидению, по каналу «Культура», кажется, и по ТВЦ. Но ничего такого особенного далее с этим фильмом не происходило. Кстати, этот фильм побывал во многих фестивалях. Да, вызывал интерес, в том числе и у специальных служб, занимающихся противодействием пропаганде терроризму. Но была идея расширить, это всего получасовой фильм, расширить и сделать еще исследование более глубже и шире. Но в прошлом году мы подавали заявку в Министерство культуры, не получили поддержки. Как вы считаете, терроризм это естественное последствие того, что творит человек в этом мире, или это все-таки некая искусственно созданная такая вот проблема для человечества с какой-то целью? Терроризм был всегда. Он сопровождал любое общество. Всегда в любом обществе есть люди недовольные. Среди этих недовольных находятся люди, готовые к крайним мерам борьбы за какие-то свои права. Терроризм или инструментарием терроризма пользуются и государства, иные государства. То есть наводить ужас на людей, на общество. И как реклама именно потому, что любой терроризм рассчитан на общественный резонанс, на то, чтобы напугать общество и заставить некое правительство принять какие-то политические решения по тем или иным вопросам. И эта проблема будет существовать всегда. Она даже в глухие советские времена была в советском обществе. Другой вопрос, как борется с теми обстоятельствами, которые могут побудить терроризм. Терроризм, как я говорю, могут использовать, а могут и порождать с определенных целей. Допустим, для получения финансирования специальные службы могут сами проводить какие-то специальные операции. Списывая это, их, да. Ну, вот в разных странах бывает разный опыт. Но, как и любое явление, оно может быть использовано кем-то, а кем-то может быть как способ борьбы за свои права. Тоже Ясер Арафат долгие десятилетия считался террористом на Ближнем Востоке. Но пока он не стал главой автономии. Но те методы, которые использовал он, на самом деле были методами борьбы за независимость, за автономию, за независимость Палестины. Но долгое время он считался террористом номер один. Вы брали интервью у Басаева, у Радуева, то есть у людей, фамилии которых приводили, у Дудаева, то есть эти фамилии приводили в ужас все тут население России, об этом постоянно говорили на телевидении. Что ощущает журналист, в общем-то, мирный человек, общаясь с человеком, который наводит ужас на целую страну? Как очередной герой интервью, ничего больше. То есть вы Меня интересовал человек. Как профессионал, просто без эмоций, да? Да, без эмоций, потому что все, кого вы перечисляете, и многие еще другие, меня всегда интересовали как люди со своими убеждениями, со своими мыслями. Но я исхожу из того, что согласен с коллегами из Израиля, которые считают, что если есть террорист, надо ему дать слово, чтобы люди знали, с кем они имеют дело, чтобы общество понимало этих людей, какие у них устремления и желания, и чтобы, если мы скрываем и не даем им слова, мы их демонизируем. Мы еще больше делаем страху глаза, а это недопустимо. Если мы хотим побороть террористов, мы должны понимать, с кем мы имеем дело, с какой идеологией мы имеем дело, что противопоставить этому, что можем противопоставить этому. Спецслужбы могут бороться с этим явлением своими методами, а общество должно иметь возможность знать, с кем они имеют дело, кто им угрожает, невинным людям, и противостоять этому. Ваш любимый герой, можете вспомнить? То есть человек, который вас потряс судьбой своей, характером, личностью, чем-то таким настолько неожиданным.
Ну вот в этом смысле я человек счастливый, потому что мне нередко приходится общаться с людьми очень умными, очень мне симпатичными. Это вообще божественный дар, общаться с людьми, которые тебе нравятся. У меня есть небольшой цикл интервью в интернете, и я очень горжусь тем, что у меня появляется возможность общаться с такими людьми. Ну, в качестве примера я могу, наверное, привести Хасана Баиева, чеченца, хирурга, который во время 2 чеченских кампаний, там, в самой Чечне, организовывал проводил хирургические операции и спасал людей, не глядя на то, кто это. То есть с обеих сторон. То есть если человек поступает, человек требует. И те хотели его убить за это. И он в невыносимых условиях проводил невероятные операции подручными средствами. Ампутации, трепанация черепа, спасал человеческую жизнь. Можно сказать, в полях. Просто вот... Да, под грохотом артиллерии, под боями он проводил эти операции. Удивительно интересный человек. Да, в качестве примера, если приводить. Ильяс Хусеевич, я так благодарна вам за это спонтанное интервью. Спасибо, что вы посетили сегодня штаб Татар Москвы. И я надеюсь, что мы сделаем какую-то интересную лекцию на любую тему, которая вам была бы интересна для раскрытия. Да, у нас студенты, у нас очень много людей любознательных приходит. И мы бы с удовольствием послушали что-то из ваших уст, потому что опыт вашей жизни, он, в общем-то, нам очень интересен.